Доброе утро! Вот заехал в очередной город, проснулся, заехал. Сейчас надо бы что-то найти, покушать, либо кипятка залить, либо поесть. Погода сегодня прохладненькая, такая по кайфу. Пока что. Ветер также, ветерочек попутный. Покушать тоже за 5 юаней 5 таких пирожков, как они называются, я не знаю, типа пенсюшек корейских, только это китайское что-то с мясом. Вкуснятина вообще. Вот собирают арахис, как здесь выращивают. Сейчас пройдут машинка еще. Опа! Вот он. Оп. Маленький. Мясные породы собак. Вот еще прикопался один походник, турист. Let's go, говорит, не дает мне покушать. Вон велик стоит у него. Сейчас придется с ним, наверное, ехать, а то так не отстанет. Команда, короче, собралась. Все на Пекин едут. Че, мне прицепом, что ли, с ними?
Это привет велосипедистам российским. За ужином. Сегодня у меня целый день китайской кухни. За 150 рублей. Завтрак, обед и ужин. Одно блюдо, правда. Но от разных, да. Но от разных поваров. Яблочные плантации, сады. Много их здесь. Опять сегодня с трудом нашел место под ночлег. Тут даже сады, ряды между садов даже не пустеют. Что-то тут засеяно все. Топтать тоже неохота. Сегодня был обычный рядовой трудовой день дорожный. Ничего интересного. Ну как и всегда, в принципе. Ничего такого экстраординарного. Все хорошо. Опять там кукурузки. Я не знаю, куда они столько кукурузы девают. Там написали мне в комментарии, что их используют для 3D принтеров. Волокна кукурузы-то. Они-то запечатаются тогда точно. Иду с ночевки. Вот. Только-только собрался. Сегодня прохладненько с утра. Но ветер вроде также попутный. Ночью был дождь. Сегодня на завтрак взял типа китайской шаурмы. Что-то подобное. Интересно. Вкусно. Надо съесть пока горячее. И двигать дальше. Яблок. Очень много яблок по трассе. Яблочный спас здесь у них как раз. Вкусные, кстати, яблоки, отборные. Но я собираю их по трассе, бывают одиночные. О, сидит ногу на ногу. Отличная погода. Встретил еще одного. Едет практически в Пекин. Я говорю, у них тут флешмоб какой-то целый, как бреветчики едут туда-сюда. Внутренний туризм у них здесь развит нормально. Велосипедный туризм. Молодцы. Что удивительно, китайцы только днем пускают салюты. Ночью они не пускают, вечером. Только при свете дня. Свадьба, вейдинг. Уезжаю из провинции Лианин. Впереди провинция Хэбэй. Как раз где Пекин. Столица, до Пекина 313. Бон вояж. Вот по этому хребту как раз идет граница. Нынешняя граница провинций, а раньше это была граница Китайской империи. По ней как раз идет Великая Китайская стена. Отсюда даже видно, как была как преграда для от кочевников, от кочевых племен, народов. Вот, но со стеной познакомимся дальше, поближе. Но отсюда прям видна линия, полоска китайской стены, так здорово прям. Вот и сама стена здесь, в городе. Тут она какая-то вылизанная вся, отреставрированная. Но она идет прям к самому морю. И вот я хочу как раз в то место и прийти. Зашли на территорию китайской стены. Как раз вот тут у меня проводницы тут нашлись китайские. Сейчас будем ходить, смотреть, что здесь. Все вылизанное, красивое. Что-то не люблю я так. Я люблю, когда
нетронутая разруха. Камень сыпется от времени. А здесь людей много. Короче, зашел тут в этот вход. Билет стоит 40 юаней. Это сколько раз я могу покушать, ребята? Не хочу я даже вообще сюда заходить, на эту стену смотреть. 40 юаней. Боже мой. Пойду-ка я лучше отсюда. Поеду я к морю. Покушаю. Вы не думайте, что я такой проголодь. Просто жизнь такая заставляет заботиться о будущем. А эта китайская стена постоит, ничего страшного. Сейчас мужичок этот со мной хотел все ехать. Я говорю, что я на море, он со мной. Я говорю, езжай дальше, со мной не надо. Прям так не хотелось его прощаться тоже с ним, и он со мной не хочет как бы расставаться. Но не люблю я делить дорогу с кем-то. Хочу один, свободу. Когда я с кем-то еду, я не чувствую себя свободным. Сейчас еду на море. Потрогаю хоть желтое море, потому что потом в следующий раз я это сделаю только в далеком Шанхае. Пекин в глубине немножко материка находится. За столько лет одиночного путешествия я уже настолько привык один, но мне просто тяжело с кем-то. Ладно, там, может, с девушкой путешествовать. На парень-то мне что сдался? На кой? По всей видимости, это и есть конец стены. Ну, где-то здесь примерно. На берегу Желтого моря. Ну, что-то она меня как-то не так впечатляет. Не чувствуется какой-то старины. Не, конечно, валуны внизу старые. Бог его знает. Самое крутое место, которое я пока видел из таких древностей, это Дербентская крепость. Вот это действительно классно. Ну, я уверен, китайская стена тоже классная. Просто надо знать места правильно. Сейчас потрогаем водичку, но купаться я что-то не хочу. Сегодня прохладный ветерок. Вот люди фоткаются с моим великом. Пришли на китайскую стену посмотреть, а фоткаются с моим чувашским велосипедом. Все, я приветствую и прощаюсь с Желтым морем сразу. Следующее море у меня будет восточно-китайское. Эх, искупаться, блин, что-то. Полотенца даже нет. Так, что-то подумал, когда я еще в Желтом море-то покупаюсь. Так что вперед из песни. Ничего, такая бодрячковая водичка. Я на этом пляже сегодня купаюсь. Китайцы
Так только ноги мочат здесь. Солененькая, хорошенькая. Сейчас чуть-чуть подсохнуть и двигать дальше. Умела магазин посмотреть, что у них есть, короче. Он говорит, прорекламируй, типа. Ага. А что мне за это будет? Ничего, вот хитрые китайцы. Ценников здесь нет, видимо, торговаться у них тут можно что-то. Вот тут всякие комплектующие. Что-то здесь даже не Шиман, а вот шимановские есть, ассеровские. Выбор великов, конечно, здесь большой, таких дорожных. Гамма. Фирма Гамма называется. Велосипеды Гамма. Тут и скутеры у них сразу. Загнали тут. Все это. Я на Путина похож. Показал по телефону. Давай, покажи Путина. Все, так. Во, говорит, на Путина я похож. Даже не знаю, радоваться или плакать. А пока Wi-Fi я у них попросил. Стою, качаю, закачиваю новую серию, кстати. Не новая серия, про то, как я смазываю велосипед. Смазываю цепь, точнее. Эй! Стесняется. Оба. И сегодня я встал пораньше на ночевку. Проехал всего 80 километров. Силы меня покинули на сегодня. Ну правильно, нужно отдохнуть, выспаться чуть-чуть. Как я скучаю по обычному лесу. По обычному лесу без людей. Где оно в Забайкалье, где наша Сибирь, где наши чувашские леса. Здесь нет лесов абсолютно, я здесь не вижу лесов. Они есть, но за ними надо ехать подальше наверняка. Подальше и в гористую местность. Здесь нет. Здесь все сады, либо сельское хозяйство, либо вот такие пустыри рядом со свалкой, в котором я сейчас лежу. Тяжело без него, вообще без природы. Кипишняк здесь в Китае. Китайцы веселые, еда хорошая, вкусная, но кипишняк он этот надоедает. Поначалу интересно вроде, а потом все-таки нужно отдохнуть на природе, побыть какое-то время, разгрузиться. А потом опять можно в кипишняк окунаться. До Пекина еще где-то 250 километров, 280, 250 где-то так, я уже не помню. Еще чуть-чуть совсем осталось. Но как всегда напоследок километры начинают тянуться. Сил все меньше. Дай бог, чтобы с погодой повезло. С ветром точнее, чтобы ветер не поменялся. Был таким же северо-восточным, а лучше вообще восточным. Ну, все, бай-бай.
небольшой маленький перевальчик. До Пекина 240 километров. 230. Опять яблочников тут. Ну, хоть горы здесь чуть-чуть. Ну, маленький хребетик. Сейчас с него спущусь и все. Большую часть грузоперевозок в Китае осуществляется посредством автотранспорта. Здесь много очень фур. Я очень мало видел товарников, чтобы здесь ездило. В сравнении, как у нас в России. У нас одни товарники ездят по Транссибу. Вот сейчас на этом участке G102 нельзя ездить на грузовиках. То есть стояли шлагбаумы, не шлагбаумы, а такие разделители, где грузовик не может проехать. То есть фура не может проехать. И без них, честно говоря, так спокойно здесь. Такая хорошая трасса, тихая. Никто не гудит. Здорово. Вот здесь мне нравится. Всегда бы так. Спускаюсь на равнину. Равнина, как всегда, окутана такой пеленой, дымкой. Ох, погода здорово. Опять стал здесь на заправке. Я тут как экспонат стою. Надо бабки зарабатывать на это. 5 юаней за просмотр. Фоткаются со мной. Ой! Такой приятно спокойный городок. Хотя это, наверное, деревня какая-нибудь, я не знаю. Машин мало. Здорово. Встал на ночевку. Также в поле. Рядом с шумящим комбинатом. Слава богу, ветер не на меня только. Проехал сегодня 110 километров. Да, от Пекина осталось где-то 160. Постараюсь завтра добить это расстояние. Посмотрим по обстоятельствам. Но желательно завтра. Поэтому надо будет пораньше проснуться. Оба. Сейчас опять буду кушать. Не опять, как опять. Ужин. Взял пирожков. Каких-то китайских. Названия я не знаю вообще. Чё, как здесь. Какие-то горяченькие еще. Эх, блин, литровка не расстегивается. Во. Вкусно очень пахнут. И кипятка. Взял кипятком, залил макароны. Кипяток, как всегда, здесь заливают слабый из своего термоса. Не понимают, что мне нужен нормальный кипяток. Чуть-чуть постоит. Ну, вообще не кипяток, блин. Просто теплая вода. Что ж такое здесь, а? Я понимаю, что к ним раз в 10 лет кто-то за кипятком приезжает. Ну ладно. Ну, в общем, спокойной ночи. Добрых снов всем. Все находятся в разных часовых поясах. Поэтому спокойной ночи можно желать круглосуточно.
Впереди Пекин.